Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Рада приветствовать всех наших телезрителей. Хайрле Кич. Итак, вслед за 8-м съездом Всемирного конгресса татар, который прошел в начале августа, совсем скоро, в октябре, в Казани состоится Всемирный форум татарской молодежи. Вот что мы там будем обсуждать? Как меняется система координат? Какие главные цели и задачи? В эти дни идет активная подготовка. Чего мы ждем и каких проектов ждем? Об этом говорим сегодня с нашими экспертами. Эксперты молодые татары. Тема «Молодые татары. Поиски смыслов». С удовольствием представляю наших экспертов. Ленария Радиковна Муслюмова, председатель Всемирного форума татарской молодежи, начальник комитета по работе с молодежью Всемирного конгресса татар. Хайрле Кич. Здравствуйте. Рада видеть Айрата Шамильевича Фейзрахманова, заместителя председателя Всемирного форума татарской молодежи, кандидат исторических наук. Хайрле Кич. ИСМСС. Триумфатор прошлой недели, еще, наверное, долгих лет впереди, Ильмир Жавдетович Низамов, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Очень рада видеть, Ильмир. Рахмет. С победой, не с победой, а с потрясающим действием. Поздравим вас еще позже. С нами сегодня Гузель Амуровна Ахмедгараева, руководитель сообщества Урбан Татар, куратор набережного озера Нижний Кабан. ИСМСС. Впервые у нас в гостях Мансур Адамович, соучредитель Лилива Фарм, представитель Союза татар Польши, один из организаторов общества татар и башкир Лондона. Все верно? Добрый вечер, скажу вам. Даже не знаю, на каком языке, в общем-то, с вами сегодня разговаривать. Я напоминаю нашим телезрителям, что нас прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты, помимо своей точки зрения, могут орудовать и кнопками на пультах. Забыла, да? Правильно режиссер подсказывает? Я тут Райнур Рауфович Хасанов, предприниматель, программист, разработчик проекта ОАЩЕК университет. Извините, рада вас видеть тоже. Да, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Смотрите нас прямо сейчас в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на пультах. Синий согласен, красный категорически не согласен, белый отношусь нейтрально. Предлагаю начать традиционно нашу программу с результатов соцопроса в соцсетях телеканала «Новый век». Вопрос звучал так, в общем, задали обыкновенную. Кто он сегодня, молодой татарин? Распределение голосов, в общем-то, у меня, например, вызвало вопросы. Итак, молодой татарин, владеющий родным языком, так ответили 47% проголосовавших, ровно столько же высказались, что может не знать родной язык, достаточно сохранять традиции. И 7% респондентов решили, что никто и ничто не избежит глобализации. Эти же вопросы мы адресуем нашим телезрителям. В итоге интерактивного голосования подведем в конце программы. А мне вот сейчас хотелось спросить у экспертов вот такое разделение знать язык и не знать язык. Достаточно, на равных. Не смущает этот факт? Вот можно как раз с глобализации начать. Глобализация как раз в какой-то мере это не наш враг, да, а можно пользоваться возможностью глобализации и делать наш язык повсеместно значимым и язык, которым пользуются не только татары, но и, кстати, другие народы тоже. То есть глобализация может нам помогать иногда. Но есть у глобализации институциональные какие-то ограничения, например, на развитие национального образования мы сегодня имеем определенные институциональные ограничения. На действия, так скажем, в уличных пространствах, общественных пространствах, сегодня мы видим, республики, наоборот, создаются институциональные возможности. Раньше было гораздо с этим сложнее. И сейчас в транспорте, например, легко на улице можно это услышать. Да? Не только услышать, и увидеть, и оформление. Когда говорим все же о том, что 47% должны знать язык, это наша, вот, наверное, я не побоюсь здесь сказать, наверное, общая позиция тех людей, которые вокруг форума, Всемирного форума татарской молодежи. У нас первые форумы проходили на русско-татарском языке, мы проводим, это наша жесткая позиция, мы должны проводить на татарском языке, несмотря на то, что не все знают татарский язык. И нужно сказать, да, с каждым поколением знание татарского языка, оно усложняется, меньше, может быть, меньше знает, но те, кто старается знать язык, те, кто, может быть, сами не очень хорошо знали, но своим детям хотят это передать. Вот людей с такой позицией, их становится, надеюсь, что больше. И наша, вот еще раз повторюсь, наша позиция, молодой татарин, это тот, который знает татарский язык или стремится хотя бы его познать и передать его детям. Хорошо. Я хочу как раз многим согласиться. То есть глобализация это и есть очень хороший инструмент, который может нам помочь. Это и есть инструмент, который помог нам, татарам Польши, татарам Литвы, татарам Беларуси. Нельзя забывать, что это
один народ. Да? Нас просто после войны разделили границами. Но до так называемой глобализации, до появления интернета, были такие места в Беларуси, в Литве, в Польше даже, где по деревням татары думали, мы последние татары в мире. А когда потом вышел интернет, появились люди, оказался там Казань живой, оказался там Симферополь живой, оказалось, что на самом-то деле самая старшая мечеть в Нью-Йорке, она была построена татарскими руками. И все это началось находить, да, глобализация может помочь найти выход на других татар. С языком, объединить, да? Да, объединить. Но знание татарского языка, я не считаю, что он естественный, единственный момент, который нужен, чтобы чувствовать себя татаром, но он важно, то, что сказал Айрат, что нужно стремиться. То есть, если у человека есть возможность, есть способность изучать этот язык, учиться него, да, нужно это делать. Но если у человека возможности нет, но есть татары, у которых нет вокруг учителей татарского языка, что им делать? Раз они не знают татарского языка, они не могут чувствовать себя татарами, так не должно быть. Например, польские татары. У нас нет учителей татарского языка, мы как-то 600 лет прожили, не забыли, кто мы. И не потерялись. Не потерялись, но потерял очень много до такой степени, что у нас итоги ассимиляции польских, белорусских, литовских татар, это и есть тот урок, который мы хотим показать именно в Татарстане, показать в Крыму, что смотрите, через 600 лет, что будет у вас. Мы этот шаг уже сделали. Да, то есть как нам сохраняться. Язык абсолютно верно нужно учить. Это примерно один из главных факторов, почему я с женой, с детьми перебрались из Западной Европы прямо здесь, в Татарстан, уже 3 года назад. Для того, чтобы наши дети имели доступ до татарского языка. Интересная история Мансура, мы потом о вас уже подробнее поговорим. Эльмир, на ваш взгляд, вот результаты опроса не волнуют то, что люди считают, что уже, в общем-то, татарский язык совсем не главный, не главный критерий, достаточно соблюдать культуру, традиции? Ну, я скажу цитатой, как в таком известном еврейском анекдоте, все правы. Вот каждый прав по-своему. Естественно, конечно, язык — это важнейшая часть культуры любого народа, и по языку сохраняется и как бы вот этот колорит любого народа. Но, конечно, ставить национальность только на основу языка — это просто в корне неверно. Естественно, народ, национальность — это гораздо шире. Это история, это и традиции, это, это очень много факторов, и каждый из них по-своему важен. По поводу поиска национальных смыслов я, конечно, соглашусь с коллегами. Мне кажется, у нас сегодня на самом деле только один путь. Вот в этой глобализации найти себе место, с одной стороны, сохранив себя, но с другой стороны, стать частью этой глобализации. Частью и не раствориться. Потому что если мы сделаем, уйдем только в глобализацию, мы потеряемся, мы просто ассимилируемся среди других народов. Если мы замкнемся только на себе, это тоже путь в никуда, который рано или поздно придет к тому, что наши дети, внуки, следующие потомки все равно это все забудут и все равно уйдут в глобализацию. Поэтому найти себя вот в этом вот... Мне очень нравится новый термин такой, который называется как «глокал», то есть локальное в глобальном. И мне кажется, вот задача современных творцов национальных — это делать что-то глобальное, но при этом вплетать туда свою историю, тот же самый свой язык, чтобы он звучал по-новому, чтобы он был актуален, чтобы он был интересен. Эльмир, кстати, вот такое уточнение. Вы совершенствуете знание татарского языка? Ну, вот с тех пор, как я приехал в Казань, это уже почти 15 лет прошло, с тех пор, мне кажется, он стал гораздо лучше у меня. Хотя мы дома всегда разговаривали на татарском языке, и я разговариваю на татарском языке, конечно, не так совершенно, как я бы это хотел, но это очень важно для меня. Но после премьеры «Кара Пулат», которая прошла в Болгаре на прошлой неделе, в интервью о программе «Хабарляр» на ТНВ, когда мы услышали, как вы сейчас говорите, как вы владеете сегодня татарским, все журналисты стояли вот во время эфира и просто аплодировали, потому что Эльмир прекрасно говорит на татарском, чем вас безумно поздравляю. Очень было приятно это видеть, слышать, и видно, что вы совершенствуете знания, потому что вы в языковой среде абсолютно сегодня, конечно, да? Конечно. Да. Райнур, есть что добавить вам по поводу опроса? Я соглашусь с мнениями коллег. Наверное, самое главное быть татарином — это чтобы у тебя внутри было самосознание, что ты татарин, что есть история, есть культура, есть традиции, есть религия. Знать язык, да, знать язык надо, но
не самая важная часть. То есть у нас, например, среди наших друзей, среди нашего сообщества есть татары, которые не знают язык, но при этом делают очень многое для развития татарской культуры. Почему? Потому что у них есть понимание, кто они, татары. Да? Но тоже при этом же есть примеры, когда есть татары, которые знают язык, но при этом они не передают это. То есть они не понимают, для чего нужно им в семье разговаривать на татарском языке. И, соответственно, их дети уже не говорят на татарском языке. Вот, поэтому для меня нужно, мое мнение, это нужно понимать, почему ты татарин. Ну, То есть иметь вот эту здесь ценность. можно, позвольте не согласиться. Ребята, которые не знают татарский язык, но приходят в движение, так скажем, да, они рано или поздно погружаются в среду, начинают... Все равно научатся. Вот у нас масса примеров ребят, которые на те же форумы приезжали, не говорили, заговорили. Вот мы как раз, так скажем, та тусовка, в которой я даже специально иногда хожу, чтобы совершенствовать свой язык. Это та среда, в которой у меня возникает возможность говорить на литературном языке, совершенствовать этот язык. Приезжать сюда на ТНВ и говорить на татарском языке – это тоже возможность. И этих возможностей мы пытаемся использовать как можно больше. Главное, чтобы эти возможности не закрывались, а становилось их все только больше. И эти возможности люди, стремящиеся знать татарский язык, потом рано или поздно начинают использовать. Кстати, вы тоже заговорили, по-моему. Я тоже заговорила. Я говорю, на ТНВ попадешь, татарский обязательно выучишь. Так что, если что, к нам welcome, все абсолютно, потому что, на самом деле, языковая татарская среда здесь замечательная, литературный татарский язык – это замечательная программа об истории и культуре татарского народа, поэтому, не знать просто невозможно. Мы привез на рекламу, потом девочек наших спросим их мнение по поводу опроса. Итак, мы продолжаем. Сейчас давайте, Гузель, ваша версия, как вы бы оценили результаты опроса, пусть такого выборочного, нашего, ТНВшного, но... Ну, я, наверное, отвечу, исходя из своего субъективного опыта работы в Челнах, где мы с нуля организовали сообщество Урбан Татар и начинали вокруг себя формировать вот это комьюнити ребят, которые просто впервые себя начинают идентифицировать татарами и не задумываются об этом. И это поколение ребят, которые попали на период, когда отменили изучение татарского языка в школах, у них пропал вот этот пласт, и поэтому они сегодня, наверное, для них знание татарского – это привилегия. И сегодня идет немножко другой как будто бы процесс идентификации себя. Не то, чтобы я знаю татарский, поэтому я татарин, а идет наоборот. Я татарин, мне нужно изучать татарский. Вот, и поэтому, да, идет немного обратный процесс. Но это, как я и сказала, мой субъективный опыт работы, при том, что через нас прошли очень много ребят. Но сегодня они вот приходят к идентификации себя как татарина, благодаря вот тоже сообществу, что вокруг них сформировалась комьюнити не только, наверное, ребят татар, но и людей, у которых совпадают идеологии сообщества. Вот, поэтому, наверное, сегодня знание татарского – это осознанный выбор. То есть я его не изучала в школе, мне не передали родители, но я вижу, что мне это важно, и я начинаю изучать татарский язык. Хорошо, Ленария, вам слово. Ну, то, что я сама наблюдаю за последние 10 лет общественной работы, это даже не привязывая, например, сейчас к национальности, разговор со многими коллегами, то есть это с общественниками, получается, начинается с того, что «Ленария, извини, я по-татарски плохо говорю, но я буду стараться, ты говори со мной». То есть, получается, тенденция, она все-таки, то есть проекты, мероприятия, они привели к тому, что изучать татарский язык, то есть все-таки нужно, получается, да. А в целом, если говорить, действительно, то есть владея только татарским, там ты сделал что-то, многого не могу сказать. То есть есть даже смешанные браки, на самом деле. Я наверняка не должна такие сейчас вещи, да, позиционировать, но в любом случае хочется оценивать как бы уровень самосознания конкретной личности. И есть очень удачные примеры, которые даже не владея, не имея там культуры татарской, там, например, вот певица татарка, да, с песней «Алтын», настолько это прошло лет, наверное, 5-7, но исходя на интернет-пространство, какие были комментарии, выхлоп, да, то есть она не знает татарского, она не идентифицирует, возможно, себя даже татаркой, но она спела татарскую песню, все пошли изучать, писать, пойду хотя бы там пару слов выучу из этой песни. Это же тоже, получается, человек как бы в развитии
культуры помогает. У каждого свои как бы способы, и, конечно же, не хотелось бы ограничивать, разграничивать аудиторию, но мы, конечно же, как лидеры идеологические, естественно, у нас позиция, это знание татарского, но действительно это было и 100 лет назад. Язык и религия, то, что тебя приводит, собственно, то, что сохраняет, то, что помогает идти дальше. Кто продвигает и помогает, да, вот в продвижении национальной культуры. Сегодня, наверное, здесь вообще представители татарской молодежи. Почему вас всех собрали? У каждого из вас за плечами свой большой проект, который, вот, неважно, владеете вы татарским или не владеете, но какой вклад вы внесли сегодня вот в жизнь, в историю татарского народа. Вот если бы, вот сейчас идет подготовка, да, к Всемирному форуму татарской молодежи, то есть за плечами у вас проекты, о которых чуть подробнее потом поговорим. Эльмир, я знаю, о чем вы хотите сказать, я тоже хочу и показать еще тоже. Нет, я, кстати, по поводу языка хотел еще немножко дополнить. Все-таки язык, ведь это язык не может быть самоцелью. Любой язык — это инструмент. Инструмент для чего-то, познания, да, мышления и так далее. То есть, мне кажется, нам, на самом деле, самый главный вопрос, чтобы мы могли ответить, а для чего люди должны знать язык? Чтобы что? Чтобы на нем что-то понимать, чтобы на нем что-то читать, изучать, слушать, смотреть и так далее. То есть вот я даже знаю, как бы там такой момент, что частенько там маленьким детям просто элементарно не хватает контента на татарском языке, каких-то мультфильмов интересных или песен. Вот мне часто говорят, нам нужны детские песни. Я уж как бы сколько могу, столько пишу, но очень важно, чтобы мы создавали такую среду, где возникала потребность изучать язык, что какие-то такие вещи происходили на татарском языке, чтобы люди сами собой понимали, что это ключ к чему-то очень интересному и, самое главное, к чему-то очень нужному. Вот, в продолжение мысли даже Айрата я хочу сказать, вот почему во время наших проектов, мероприятий, да, курсов каких-то, действительно у нас как бы есть свой принцип. Татар телен, да, татарща. Почему? Потому что мы привлекаем интересных спикеров, интересных специалистов. Как, собственно, сами создаем и сами же пытаемся сделать спрос, чтобы люди тянулись, то есть какую-то новую там тему поднять, и мы говорим о ней на татарском. То есть это не обязательно татары о татарах, да? Это могут там татары физика, говорить, химия, да, не знаю, любые, да, интересные вообще глобальные какие-то темы, но на татарском. Собственно, мы как бы и создаем. И создаете эту потребность тоже. Смотрите, о проектах, я говорю, еще раз повторяю, что мы с вами проговорим. Меня сейчас вот волнует, к форуму вот идет подготовка к форуму. С чем бы вы сегодня, какие вопросы и какие задачи бы на этом форуме, с чем бы пришли? О чем сегодня надо говорить? Какие проблемы сегодня есть у татарской молодежи? Мансур хочет сказать. Так, молодым людям всегда кажется, во всех странах, всегда кажется, что они самые умные, самые успешные, и он поменяет мир. Это же прекрасно, Мансур. Да, это прекрасно, это но это мы потом все, которые, когда нам было по 20 лет, мы все так и думали, что мы самые умные и успешные, а когда уже исполняется там 35-40 год, думаем, что-то не так в эти 20-е годы. Я про что хочу сказать, что молодым людям нужно дать то, о чем ты говорил, можно это, извини, но привычка европейская на «ты» общаться. Нужно дать цель вопроса «кто я?». То есть, если молодой человек сможет правильно себе ответить на вопрос «кто я?», тогда он сможет правильно выстроить дорожку своих будущих действий. Вот в моем случае, я себе, когда только вернулся из армии, мне было там 21, я себе поставил этот вопрос «кто я?». И мне четко прилетел ответ прямо через 3 секунды: я татарин. Что мне дальше с этим делать? Мне нужно то и то. Мне нужно, когда-то будет татарская жена, татарские дети, татарский дом в татарской стране. Вот такой идеал себе поставил. 20 лет добился. Но кто-то может себе поставить: я хочу быть журналистом в татарском телевидении. Кто-то может себе поставить: я хочу быть композитором, я хочу быть историком, я хочу заниматься молодежью, я хочу заниматься там чем-то. Но при всем стремлении, то, о чем ты говорил, что действительно не хватает экономического вот этого праника, не хватает вот это привлечения деньгами. Да? Напрямую говоря,
то, что есть где-то там по телевидению, кто-то там прыгает, стреляет, кричит, и взрывается, и это классно, детям нравится, да, что-то там много чего происходит. И все это происходит на английском, на французском, на немецком, на польском, на чешском, на каким хочешь, на татарском не очень. Да? Дальше. Все, кто в Татарстане делает культуру, историю и так далее, хорошо. А что делаем для того, чтобы показать молодым людям? Смотрите, сколько земли в Татарстане пустует, почему вы боитесь заниматься фермерством? И все скажут, потому что надо картошку там пахать лопатой, потому что надо там, не знаю, яблоки срывать, там клубнику, не дай бог, еще полдня в жару. Да? Это для людей страшно. А можно показать, смотри, фермерство современное, это кнопку нажал, все само собралось. Кнопку нажал, все само полилось. Это так можно. Можно сделать, как сделали в этой сети, да, там, TBT и так далее. Это классно. Да? То есть модные проекты. Не, да, только проекты. Людям, молодым можно показывать, что ты не говори, что ты хочешь, что тебе можно дать. Вот эта поговорка английская, да, что, там, американская, что не спрашивай, что тебе. Ты скажи, что ты можешь отдать стране от себя. И вот это надо привлекать людям. Дай себя стране, покажи, что ты можешь сделать для Татарстана, покажи. Выдвинь Татарстан в мир. Но когда вот молодые татары башкиры уезжают в Лондон, у них вид один Татарстан постоянно во всех разговорах. Когда встречаемся с татарами из Нью-Йорка, у них один Татарстан в разговоре. Почему они один Татарстан в разговорах? А потому это что скучают, тоска? Нет, потому что есть, я тут свой кирпич тоже докладываю, да, то есть я рекламирую, показываю, смотрите, здесь круто, я 3 года здесь живу, не погиб, мне медведи не съели зимой, да, как все думают, да. И здесь можно. Я поехал в Камское устье, показал людям, что, смотрите, у вас там гора Лабач, там пещеры и так далее. Здесь вы все можете превратиться в миллиардеров за 10 лет. Почему вы это не делаете? То есть монетизация, идеология и бизнес. Чем бы вышел, в общем-то, Мансур, и как их соединить? Показать молодым людям, что Татарстан и татарское все, что с ним связано, это хорошие и не тяжелые деньги. И тем способом можно привлечь заинтересованность не только татар в Татарстан, а, как Айрат сказал, тот, кто пришел здесь, да, попал между вороны, будешь и каркать, как и они, да, то же самое. То есть, приехав в Татарстан, ты и заговоришь на татарском, потому что нужно будет общаться с покупателями. Да, экономическая составляющая, безусловно, это... Вот как раз о чем мы говорим, да. Это важно и вообще для любого сообщества, для любой некоммерческой организации, возможность привлечения средств не только у государства, да, но сегодня условия, опять же, да, несколько другие, и экономика у нас все равно более развивается государственный сектор, и молодежь в какой-то мере стремится в государственный сектор. Сложно на самом деле. У нас происходит, наверное, перестройка мышления в нынешних условиях. Вот мы сказали про форму, о чем мы будем говорить на форуме. Мы, наверное, не будем говорить о политике. Раньше мы говорили, для нас было значимо вот эти позиции, да. Сегодня мы пока вынуждены законсервировать те или иные моменты. Да? Топ главных тем, экономика в топе, культура и искусство в топе, фестивали в топе, IT-проекты, которые позволяют развивать татарский язык или интерес к татарской культуре, это в топе, медиа в топе, и развитие некоммерческой организации в нынешних условиях, достаточно сложных, в топе. Но самое главное, о чем нам хотелось бы говорить, но то, что мы не можем на самом деле решить, мы бьемся головой об это, да, уже там, я не знаю, 15 лет, это национальное образование. Около национального образования у нас много людей, да, Эльза Набиуллина, Рашад Якупов, учителя, да, мощные, да, которые создавали учебник, да. К сожалению, они сегодня кто-то не в Казани, да, у кого-то сейчас сложности возникли, да. Но вот сообщество это, оно есть, мы хотим развивать национальное образование, но, к сожалению, есть институциональные ограничения. Мы рады, что есть сейчас Адамнар. Это на самом деле топовый проект. Хотелось бы и в этом направлении полилингвальности, да, развиваться, да.
Возможно, нам важно сюда в форум привлечь педагогов Адымнар. соединить. У нас, кстати, аудитория форума, она постоянно расширяется. Да? У нас не так много было раньше представителей высокой культуры и искусства. Да? Вот Ильмир, наверное, на форуме услышал, ну, не сразу, да, как приехал в Казань. Не сразу услышал. Да. Но благодаря форуму, я помню, у меня был творческий вечер на этом форуме не знаю, лет 6 назад. И я после этого форума, ну, когда у меня начались уже какие-то зарубежные поездки, гастроли, куда бы я ни приехал, люди меня знали. Я говорю, откуда вы меня знаете? И они меня знают через этот форум. Форум как это очень большая площадка. сила, на самом деле. Спасибо большое. Вынужден вас прервать. Первая часть программы завершилась. Сейчас новости Татарстана. Не переключайтесь, а потом мы продолжим. Итак, это «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня тема программы «Молодые татары в поисках смысла». Много о чем поговорили и в перерыве в том числе. Сегодня уже говорили о том, что язык и культурный слой – это то, что объединяет, цементирует народ. У татарской молодежи сегодня, ну, действительно, можем говорить, наверное, ну, не золотой век, но по количеству мероприятий, событий, фестивалей, всевозможных форм, наверное, молодежных, мы сегодня на пике. Есть и Песчан-базары, и Таткультфест. Кстати, Таткультфест будет или не будет, Айрат? Таткультфест будет. Конечно, мало времени на подготовку, но будет в прежнем формате, но переносится к национальной библиотеке. Прежняя команда, прежние люди тоже вокруг этого форума, вокруг фестиваля концентрируются. Так что контент останется практически тот же. Что еще в календаре культурных событий для татарской молодежи? Что сегодня есть, на чем мы могли бы акцентировать внимание? Не всегда нужно, возможно, делать какие-то масштабные, да, мероприятия. Фестивали, они нужны, это очень важно, это вот некий такой якорь, да, но и масса небольших событий, да, экскурсий, лекториев, они проходят постоянно, спектаклей, вечеров творческих, Халеб, например, да, у нас. Это все должно постоянно проводиться, вокруг себя концентрировать людей, что происходит, что и как раз и происходит. Молодые мамы, молодые родители, да, там, в национальной библиотеке очень много сейчас чего происходит. Это все вот такое, как сказать, некое дерево, у которого много-много разных листочков, да. И чем больше вот этого соцветия, да, наверное, тем лучше и интереснее разным людям. То есть национальность — это не только какой-то стандарт, а это многообразие форматов. Кому-то интересно через историю познать, через культуру, через родительские какие-то сообщества, да, кому-то через язык это важно, кому-то через через фольклор. Это все, так или иначе, молодежи в своих мероприятиях учитывается. И мы пытаемся создать это соцветие. Сейчас мы все-таки подошли, наверное, к какому-то действительно значимому событию в жизни самого Татарстана, татарского народа. Итак, в Болгары в живых декорациях Черной палаты состоялся показ оперы Эльмира Низамова «Карапулат». Я предлагаю посмотреть фрагмент, но нельзя рассказать об опере, не посмотрев. Хотя бы 50 секунд. Дайте, пожалуйста. Можно смотреть вечно. 21 августа на ТНВ полная версия. Эльмир, во-первых, поздравляем с вот такой премьерой. Действительно, историческое событие. Искренние поздравления. До слез. Действительно, открытие уникальное. В масштабах республики этого не было. И посмотрите, что удалось Эльмиру. Не только вот национальную ДНК нащупать, вшить, в том числе и для молодежи. Ведь кто был среди зрителей? Надо смотреть, это была молодежь. И это стало модно.
можно говорить хорошими эпитетами, да, и очень выразительным средством, но для молодежи это было модно, это было красиво. И вы показали, что на национальном искусстве его можно условно и монетизировать, и делать востребованным. Вот вы сами как сейчас оцениваете то, что вы сделали, то, что вы совершили? На самом деле, находясь внутри процесса, очень трудно дать оценку этому всему. Мне кажется, должно пройти время. Вот даже я сейчас смотрю со стороны и понимаю, что, мне кажется, я пока сам до конца не понимаю, что произошло. Я просто рад тому, что та цель, которая была поставлена, она осуществилась, что здесь соединились просто очень много сил совершенно разных. Это, конечно, и само место. Это место само по себе очень энергетически так вот заряжено, и эта публика это почувствовала, мне кажется. Это и либретто Рената Хариса, это и режиссура Ильи Занива и Ковтуна, это, конечно, и музыка, и те солисты, которые, ну, они полностью, вот вы сейчас это увидели, они полностью в музыке, они с такой любовью это все делали, и мы очень ждали, мы мечтали, когда мы попадем в Булгары, и это все осуществилось. И мне кажется, когда вообще очень много людей собираются, и они делают какое-то общее дело с большой любовью, с большим желанием, то вот получается вот такая магия. Ну и, конечно, самое главное, это было поддержано на самом высоком уровне Минтимиром Шаймиевым. И когда вот это все соединилось, вот получился вот такой вот эффект. Мне кажется, очень важно просто доверять молодежи, видеть свои таланты и давать им возможность что-то делать. Может быть, не нужно там сразу же ждать больших результатов, потому что это такой большой путь, это не всегда сразу все получается. Но когда из года в год проводятся разные фестивали, разные спектакли, разные эксперименты, то рано или поздно, мне кажется, это выстрелит. И мне кажется, вот Карапулат, вот благодаря тому, что однажды просто поверили в меня, потом поверили вот в эту команду, все вот это получилось. Посмотрите, для скольких тысяч людей любовь к опере началась через национальную оперу, через татарскую оперу. Да, Ведь это то, вот о чем мы и говорили, Мансур говорил, о том, какие проекты должны быть, да, чтобы мы дали наверх. Хочется добавить то, что действительно мы вот те как бы активисты столько лет, которые вроде и этот формат пробовали, и другой, то есть сами себя развиваем, расширяем кругозор. Возможно, как раз-таки вот это вот и поколение, которое оно, ну, созрело, да, мы все вместе выросли к этой опере, и поэтому он дал такой эффект. Именно вот это мы снова же получается, вот мы для себя же сделали такой вот продукт высокого уровня. Мирового уровня. Да. Да, я горд еще тем, что вся команда — это люди, которые живут здесь, что это люди, которые плоть от плоти. Да, Мансур. Я что хочу добавить, это прелестно, супер, то, что сделали. Но, как говорится, нужно держать железо горячим. Я уверен, сильно надеюсь, что это будет продолжаться, выступление оперы. Но что хочу сказать, с точки зрения современной поддержки культуры, то, о чем мы говорили во время перерыва, что культура, она продвигается там, где есть точки, такие анкора, которые человек может унести с собой после того, что он увидел. Да? То есть вот тот же мерчендайзинг, да, который должен быть более доступен, да? О чем мы говорим, что по сравнению, да, если мы знаем, что западная культура, там елка, крашеные яйца, тыква на Хэллоуин и так далее, если сами себя спросим, какой символ, допустим, сабантуя, да, что можно с собой унести домой, там, либо поставить, ну, происходит сабантуй в деревне, я не могу участвовать, но поставлю я что-нибудь, да, хочу частичку сабантуя в дома. В общем, нечто материальное сейчас нужно вот. из этой Поэтому, оперы вынести. Пример, когда турецкие сериалы смотрим, допустим, да, там Эртурул, там Осман и так далее, да, что появилось сразу после этих сериалов? Всем доступны супер дешевые шапочки Эртурула и Османа. Да? Ну, И всеми носят. В общем, да? мерчи нужны были. Очень. Я согласен, да. Потом, что нужно еще делать? Нам нужно еще очень учитывать демографию и развитие поколений. Да? То есть мы понимаем, наше поколение, мы уже немножко, мы свою уже дорожку прошли,
Но дальше молодежь на форуме, который будет, они там будут участвовать, им там будет по 15, по 25 лет, допустим. Хорошо, но это растения уже выросли, у них уже корнишки есть, они уже в доничках себя чувствуют нормально. А что мы сделаем с саженцами в кассетах, что мы сделаем с маленькими детьми? Да? Опера прекрасна взрослым людям, которые понимают искусство, да, которые уже научились понимать искусство. Хорошо, что мы можем сделать для 5-летних детей, что мы можем сделать для 10-летних детей? Да? Чем мы их можем привлечь, чтобы эти дети хотели вот что-то татарского, да? Чтобы они этим прямо вот как губка набрали в себя, что это мое, я хочу вот эту какую-то фигурку, что-то поставить на полочке, любоваться, смотреться, это мое, это татарское, это Татарстан, это я вместе. Хорошо, Мансур, спасибо на рекламу, потом мы продолжим. Да, Мансур, несколько слов. Так, что хочу быстренько добавить, предложение для молодежи, чем может молодежь современно заниматься, это вот 20-летние, которые, это именно разрабатывать проекты для малышей, для того поколения, которое растет с планшетом прямо так перед глазами, и которое по всем мнениям психологов будет развиваться для общества. Эти люди не будут работать, они будут заниматься обществом. Это мнение психологическое. Предложение молодежи. Занимайтесь детьми, пожалуйста. Хорошо. Я сейчас предлагаю все-таки перейти к Гузеле. Одна из модных площадок Казани, да, набережное озеро Кабан. Еще одно потрясающее место. Как туда вы вписываете татарскую нотку? И вообще тут Гузель, конечно, так сказала. Все, о чем вы говорите, все вообще не так. Я работаю с другими людьми. С кем вы работаете на этой набережной озера Кабан? Что не так? Ну, я еще как основатель сообщества в Челнах скажу, что чувствуется, что здесь аудитория 30+, потому что ребята, с которыми я работаю, которым 15-20 лет, это абсолютно не те люди, которые будут сейчас заниматься разработкой приложений и всяких штучек для детей, потому что они вообще абсолютно другие, даже и больше намного открытия, чем на самом деле мы. Вот, поэтому здесь больше очень создается такая мультикультурная среда, там язык, на самом деле, наверное, 3-10, вот. А что первое? Идентификация и тусовка, да. Да, на самом деле на первом месте тусовка. По национальному признаку? Ну, не только по национальному, на самом деле просто показать и выработать лояльность, что татарское это классное. Вот у нас на прошлой неделе прошел в Челнах первый фестиваль Утфест, вот, который тоже показал, что задал планку в Челнах не только для, что вау, татарская культура может быть такой, что в принципе вообще любые мероприятия могут быть такими. Вот, это была и ночная программа на кораблике, это вот как раз про ту тусовку, про ту среду. Это промежуточный этап для них татарской среды, после которой, возможно, они как раз придут к этапу разработки приложений для детей. Вот. А по набережной озера Кабан 30 августа у нас вот планируется фестиваль Милли Кием, национальный костюм. Это городская традиция, приходить в своих национальных костюмах. И вот в этом году мы тоже больше делаем на андеграунд-культуре акцент. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Там будет и фэшн-щитка, очень интересная коллаборация режиссеров и стилистов. Поэтому, если что, приглашаем всех 30 августа на Кабан. Вот, это такая финальная точка моей летней программы. Вот, будет что-то интересное. Хорошо, спасибо. Еще один из прорывных проектов – это Ощек университет. Его как раз делают молодые для молодых. Мы изучили сайт, приложение. Это площадка, на которой, в общем, можно получить профессиональные знания от истории до графического дизайна. Есть как научиться создавать татарскую среду в семье. Вообще, сколько у вас студентов в открытом университете? Какие направления сегодня выбирает для себя татарская молодежь? Вообще проект «Алашкар» активно развивается. Если говорить про цифры, то на сегодняшний день на сайте зарегистрированы более 3500 пользователей. Из них 1000 человек уже прошли курсы и получили свои сертификаты. На сегодняшний день 20 курсов у нас на платформе. Это курсы для разной аудитории. То есть у нас есть история, культура, язык. Также более молодежные курсы, это связано там, с графическим дизайном, ораторское искусство, финансовая грамотность. Если говорить про молодежь, то они больше выбирают, наверное, то, что актуально сейчас. То есть, например, у нас год назад финансовая грамотность, очень актуальный курс был. В общем, про молодежь они актуальный курс выбирают. Если говорить про планы, то в скором времени мы полностью обновляем нашу платформу. Мы очень тесно контактируем с нашей аудиторией, берем у них отзывы, что им нравится, что им не нравится. И к концу этого года у нас обновляется полностью сайт с учетом всех пожеланий наших пользователей. Новый дизайн будет, то есть
Ну хорошо, Заходите. Райнур, меня просто волнует. Ну вот окончила я курсы в открытом университете. Узнала я о графическом дизайне на татарском языке. Что дальше? Где мои знания, знания на татарском, все о графическом дизайне будут востребованы? Смотрите, как комментарий добавлю. Действительно, аудитория как бы широкая по разным направлениям. И хочется сказать, вот Мансура поддержать, да, добавить вот для зернышек, да, вот что вы даете этим людям. Собственно, те, кто уже более погружен в нашу среду, и даже, собственно, не погружен, просто листает интернет, у нас везде постоянно идет реклама. Там можно пройти курс «Татарская среда в семье». Как мы это делали? Мы это при помощи садика Суабайлар, Баласити, абсолютно частные садики, по новым, то есть инструментам, по новым механизмам разрабатывался, то есть этот курс. И получается, ты даже сидя там в Америке можешь пройти, и даже по этому принципу, там, по контактам можешь открыть татарский частный садик. Это уже вопрос вот твоей инициативы и насколько это тебе надо. То есть мы контент, информацию, как можем в своих силах, мы ее преподносим. Ну а есть люди, которые реально воспользуются этим знанием для создания бизнеса? Вообще отслеживаете ли судьбу выпускников? Экскурсоводы у нас очень часто пользуются. Действительно, у кого-то нет возможности пройти, да, там, академических 5 лет по истории, либо по искусству, то за счет, то есть, нашего ресурса человек емко в течение там, 72 или 100 часов уже получает полное повышение квалификации. Если говорить про курс «Финансовая грамотность», я знаю людей, которые прошли у нас этот курс, и они уже начали инвестировать. То есть, ну, это уже как бы положительно. Вот. Вообще, вот мне понравилось то, что сказал Мансур Эфенди, разрабатывать приложения. Татарской молодежи не хватает вот IT-сообщества. То есть, такое объединение молодых айтишников, которые будут делать проекты для маленьких детей. То есть, вот ребенок 1-2 года. Что родители дают ему? Телефон. Он все время в телефоне. И вот как раз-таки вот именно для этой маленькой аудитории нужно создавать много разных приложений. То есть, допустим, вот создают культуру, мы эту культуру, это сообщество берет эту культуру и переводит в цифры. И таким образом мы достучиваемся, да, до разной аудитории, до маленькой, до средней, до и так далее. Ащук университет, я подчеркну, когда мы его создавали, у нас была аудитория совершенно разная. Были даже школьники, да, Райнур, по-моему, когда начиналось, тоже еще был школьник, да, и были плюс 70 на самом деле. То есть и это у нас платформа, да, и на молодежь, и вообще в целом на любую аудиторию. И вот говоря про графический дизайн, там ведь не просто графический дизайн как инструмент, да, мы говорим и о национальном дизайне, да, как через национальный дизайн мы познаем графический дизайн. Вот как раз через локальное мы познаем глобальное. Ну, скорее всего, это есть ответ на вопрос, который я хотела задать. Огромное количество курсов финансовой грамотности. Почему на русском языке, на английском и так далее, почему я должна была выбрать вообще университет? Потому что татарский менталитет – это раз. Вообще понятие «окща» у нас, оно свое. Действительно, там, мне кажется, есть модные немного спикеры философии. на татарском, которые говорят про финансы, модные спикеры на татарском, которые говорят про финансы, которые имеют свою аудиторию. Да. Этот курс имеет, на самом деле, свою аудиторию, исходя из того, что говорят спикеры. А можно? Да. Я хотел попросить, чтобы после программы объединить как раз все это направление. Если есть разработчики, готовые работать на дети, если есть люди искусства с оперой, с песней, с широко понятной культурой, если есть общество, которое работает с молодежью, мы, если зададим себе первый вопрос, какой самый успешный ролик на YouTube? Вы знаете какой? Baby Shark. Да. Да? Baby Shark. Кто его смотрит? Я ни разу не посмотрел. Моя младшая дочь постоянно. Да? Если телефон уставить на автоплей, чтобы повторял ролики, он дойдет до Baby Shark по-любому. Да? Почему бы не создать несколько таких роликов, вместе поработать, люди культуры? Салаватики у нас есть, вот от Меди Junior вот. делает, да, там по 100-тысячным просмотрам. Надо толкать вот этот образ, эту картину, да, привлекающий маленьких детей. Миллионы просмотров у Шаян ТВ «Алифбы».
Причем как раз буквы, которые имеются только в татарском языке. Даждя с хвостиком, Вот. мука с хвостиком. Но и на так этом не далее. надо ограничиться, надо больше создавать. Да, надо продолжать вот это дело, продолжать делать, потому что через детей выходит вся экономия. И молодежь может майки создавать, и программисты могут работать, и люди культуры могут работать, подкладывать голос под всякие фигурки на этих картинках, да? В общем, нужно объединяться в очередной раз. и Да, Ленария? хотелось добавить то, что вот у нас на канун уже стоит как бы проведение Всемирного фонда татарской молодежи, и Айрат уже озвучил, действительно, может быть, где-то от большой политики можно как бы отходить, и Такие прикладные вещи. прикладные да, вещи, да, совершенно верно, там soft, hard skills, и одно из тоже наших площадок таких занятий боксов, это будет разработка Telegram-бот. То есть кому интересно, кто хочет со своей аудиторией по-новому работать, собственно, не то чтобы кто хочет, а лидеры организации обязаны, то будем учить именно вот этому направлению. Возникнет татарский Тиндер, вот Райнур этим занимается. Откроют. Ну, почему? Уже давно говорят о социальной сети татарской, сайте знакомств татар. Ну, почему бы нет? Мне все-таки еще хочется договорить с Мансуром. Так, ваши предки, польские татары, больше 600 лет назад покинули историческую родину. Вы родились, выросли в Польше, много лет жили в Великобритании, вернулись сюда с татарской средой. Вот скажите, пожалуйста, вы 3 года назад, да, переехали? Да. Была ли та татарская среда, что вы вообще увидели, когда сюда приехали? И чего вам тогда, может быть, шокировало, не хватило? Я, может, объясню, как это все произошло. Когда я сам себе ответил, что я татарин, что я задумал, что я хочу в Татарстан, это было 20 лет назад. Первый раз в Татарстан я приехал просто как турист в 2014 году. Меня очень обрадовало, что рядом около чаши, тогда, когда новые фонарики при улице ставили, там еще были польские наклейки, потому что их с Польши привезли. Я вообще был в шоке, что так было. Но побывал в Татарстане буквально 2 дня. Потом в 2016 году я уже подумал, что на самом деле стоит, но когда приходишь в гости, стоит сказать «Исенмесес хозяину», правда? Поэтому я пришел в Конгресс татар. Они все такие в шоке, кто ты вообще, что ты хочешь, да? Я говорю, я татарин, давайте мне тут Татарстан, помогайте переезжать. Они такие, хорошо, поможем. И действительно помогли. Без Конгресса я бы никуда не подевался. Спасибо Конгрессу, различным конференциям и самому Конгрессу, где я приезжал. Я познакомился с татарской средой, поучаствовал в многих мероприятиях. И когда уже пришло время переезда, я уже не приезжал в пустое. То есть я приехал приготовлен, я знал, куда я еду, я знал, куда обращаться. Как Ленария говорит, будешь проходить рядом, заходи на кофе. И само вот знание того, что я, проходя рядом с зданием Конгресса, могу зайти на кофе, я, возможно, не зайду, потому что сильно занятый человек, и Ленария тоже, да? Но само знание, что я здесь... Востребован, нужен, интересен? Не то, что востребован, что приятно можно попить кофе, да, если найдем 5 минут. И есть вот такое чувство, будь такой широко понятной семьи, да, такого общества, что я не один, а меня окружает много. Довольно таких людей, которых я близко не знаю, но чувствую, что я не один. И спасибо тому, я всем моим близким, которые остались в Польше, которые остались в Великобритании, я всем объясняю, смотрите, Татарстан – это просто идеальное место, приезжайте все. Перевезем всех татар в Татарстан. Перевезем всех татар в Татарстан, да. Ну, судя по всему, Мансур это сможет, да. Знаете, эти процессы идут, огромный, да, резерв с Башкортостана, татар яшары, да, татарская Ну и молодежь. приезжают, посмотрите, перспективные люди, да, очень с хорошим потенциалом. Да, каждый раз, если например, можно в Уфе говорить. мы находим какого-то, то есть там человека, Поскребли, студента, нашли. да, более-менее кто-то понимает, да, чувствует, может. Через год он здесь. И реализуется. Это и, с одной стороны, хорошо, что у нас здесь концентрация идет, да, консолидация татарской этничности. С другой стороны, мы теряем, ну, не территории, да, а теряем другие локальные татарские идентичности. Где да. можно было тоже... Мы уже не видим вот этого эмоционального татарского астраханского танца, допустим, есть, да? Ну, есть еще, да. Есть еще с кем работать, и территории компактного проживания татар есть. Смотрите, я сейчас хочу подвести в завершении программы результаты интерактивного голосования. Итак, кто он, молодой татарин, владеющий родным языком? Так ответили 66% проголосовавших, 18% считают, что достаточно сохранять традиции, и 14%, что никто не избежит глобализации. Здесь немножко совсем у телевизионной аудитории, да, она 50+, наверное, будем для себя определять, и для них родной язык все-таки значение
все-таки важнее. Осталось немного времени, чтобы подвести итог. Если будем вместе, мы будем сильны. Это был один из лейтмотивов выступления Рустама Минниханова на прошедшем съезде ВКТ. Давайте вот в завершении каждый понемногу о том, что может сегодня объединить татарскую молодежь. О чем можно говорить на форуме. Айрат. Что может объединить общие стремления, стремления в том числе познания языка, может объединить множество соцветий вот этих проектов, ну и надежда на лучшие времена. Спасибо, Гузель. Мне кажется, что нужно выйти к молодежи и спросить у молодежи, а не говорить за нее. Поэтому есть пожелание выходить в реальные кейсы, например, даже приезжать в Челны. Вот про децентрализацию — это крутая тема, да, что в Казани круто, все это развивается, но съездите в другие города, да. Вот поэтому выйти туда и спросить у молодежи. Возможно, форум провести в Челнах. Да, Райнур. Я согласен с Гузель. Вот просто пример. Мы в прошлом году провели опрос, спросили у татар, какое вы приложение хотите. Все сказали, мы хотим приложение знакомств. Нам этого не хватает. Хорошо, мы вот к следующему году, на январю, создаем сейчас приложение для знакомств топтом. Будете объединять в пары. Хорошо. Мансур. Хороший комментарий. Я жену нашел через Юлдаш, вообще-то. Мое предложение какое? Объединить молодежь может правильно придуманные на основании статистики, которая уже есть, то есть что выбирают финансовая грамотность, любят оперу, значит, что нужно делать? Нужно сделать финмодель финансовой грамотности на татарскую экономику. Это объединит молодежь. Если увидят, что там есть, можно заработать нормальные денежки, да, и не мучиться, не стоять на кассе в пятерочке, да, либо там по складу носиться, переносить коробку справа налево, а можно заняться культурой, можно продвигать культуру, можно заниматься разработкой IT в этой сфере. Там есть деньги, можно этим заниматься. Пожалуйста, вперед. Альга. Спасибо, Эльмир. Я соглашусь с Мансуром. Для любого человека, для молодого человека очень важно ощущать, что есть возможности, что только что достаточно твоего желания, и эти возможности к тебе уже придут. У нас очень часто вот этот вот социальный лифт для молодежи очень сложно устроен. И если это будет, то, конечно, это будет привлекательно. И для меня, как для деятеля культуры, мне очень хотелось бы, вот именно, что касается татарской культуры, мне лично не хватает, чтобы наша культура, это и наследие, и современная культура, чтобы они были в доступе, чтобы от детских мультфильмов до опер, до фильмов, до кино, чтобы это все было в доступе. Хорошо. Ленария, очень коротко, пожалуйста. Ну, для себя я вот 3 слова сейчас выделила. Идея, сообщество и самосознание. Спасибо, по-моему, хорошая завершающая точка. Благодарю всех экспертов, с вами было интересно. Думаю, еще поговорим о форуме еще и впереди, и после форума в том числе. Всего доброго, до свидания.